В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. В этом году исполняется 25 лет государственному ансамблю скрипачей-виртуозы Якутии. Четверть века прошло с того дня, когда ансамбль 6-8-летних детишек впервые 1 марта в 1994 году выступил на торжественном открытии Высшей школы музыки. С этой даты и ведется отчет своей истории, можно сказать, самый популярный и востребованный в России и за рубежом музыкальный коллектив Якутии. Сегодня гость нашей студии – директор, художественный руководитель государственного ансамбля скрипачей и виртуозы Якутии Станислав Афанасенко. Станислав Максимович, здравствуйте. Здравствуйте. Четверть века – это действительно серьезная дата, это чуть младше, чем наша республика в новой истории России. Но вот каких результатов добились, что сделано, что предстоит еще сделать? Ну, вы знаете, действительно, вы правы, 25 лет – это как один день прошел. Дело новое абсолютно, не только для Якутии, но и для России. И очень интересное, захватывающее. Поэтому это все пролетает очень быстро. И все 28 стран, которые мы покорили, и все регионы России, это сейчас как бы в одном. Но я слилось хочу, тогда? Да, вот я хочу сказать, что еще здесь с этим связана уникальность нашего ансамбля и самой высшей школы. В том плане, что впервые в истории и Советского Союза, и России создана школа, как я говорю, называю 3 в 1. И начальное, среднее, и высшее звено. Даже те центральные музыкальные школы, которые в России, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, они начальное, среднее звено, а консерватория отдельно. А у нас 3 в 1 – это непрерывный процесс обучения. 16 лет обучения, и выходят профессионалы. В этом есть и очень большое преимущество. Если педагог видит способного ученика, он в него вкладывает все от начала и до конца и выпускает профессионала. И поэтому заинтересованность в этом и учащегося, и студента, и педагога. И поэтому прогресс очень большой, значительный. То есть они у нас уже, будучи учащимися средних, старших классов, не говоря уже студентами, по уровню мастерства становятся профессионалами. И на основании этого и возникла мысль, идея у меня создать государственный, профессиональный. Сейчас мы автономное учреждение, ансамбль скрипачей Республики Саха. Нас поддержал в этом президент Штыров. И вот мы уже на следующий год будем отмечать 15-летие профессионального коллектива. Хотя у нас коллектив, он не взрослеет, можно сказать. Он остается молодым. Да, он остается молодым, средним возрастом, где-то примерно 20 лет. Потому что кто выучился, они ищут другие интересы, жизнь есть жизнь, уезжают за границу, да, находят там место работы, и в Германию, и в Индию, и в Китай. В центральные города тоже не только все уезжают, но и здесь очень много работают, в филармонии, в оперном театре музыканты. И мы смело очень вводим постоянно молодую, как я говорю, живая кровь, не понижая уровня ансамбля, они подтягиваются к лидерам. И мы все время вот этим самым, почему мы востребованы во всем мире, и в России, и в Якутии, потому что люди, которые впервые нас слышат, они получают эмоциональный шок, можно так сказать. И не просто как бы дежурно приглашает нас после концерта приехать еще, а это фактически так получается. Свежий пример, вот самый пример, это нас включили в программу Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 33 тысячи участников, 100 стран, больше 1000 журналистов, 100 стран министров культуры. И мы открывали этот форум концертом в малом зале Санкт-Петербургской филармонии на Невском. Это Это было 14 ноября. Был 7-й международный форум, открывал Владимир Владимирович Путин. И был такой аншлаг, был такой успех, была такая реакция, что, не думая, они уже нас пригласили на следующий форум. То есть 15 ноября у нас уже
снова концерт. Уже выступление стоит. Да, уже выступление по программе этого форума, естественно, с другой программы и по программе абонемента Санкт-Петербургская филармония. Они нас часто включают в свои абонементы. В этом году был абонемент классика, джаз-классика. В этом году будет другой абонемент. И вот и это очень часто повторяется. Но это показатель, показатель работы. Вот то же показатель. самое мы выступили в Вашингтоне, мы выступали помимо очень многих городов, штатов, почти пол-Америки объездили за 4 раза. И выступали в Российском культурном центре в Вашингтоне при нашем посольстве. И что вы думаете, вот сейчас у нас снова концерт, там они пригласили, обязательно приезжайте. Там было очень много американцев, деловых, политических, бизнес-кругов. И вот уже они конкретно нас приглашают второй раз. И это примеров можно привести очень много. Тот же Алдан. В прошлом году мы выступали, да, в Нерюнгри, в Алдане с концертами. В этом году они нас приглашают на подведение итогов года. Вы знаете, там был республиканский цех. Там много было очень дат. И вот сейчас мы вот выступали в январе, поехали туда именно на закрытие вот этой подведения итогов года. Станислав Максимович, вот вопрос такой, да, результаты действительно, ну, они поражают как минимум, то есть действительно это показатель хорошей работы, но все равно в основе же стоит обучение. Есть ли какая-то вот уникальная методика, в том числе в высшей школе или музыки? Вы знаете, вот чем отличается центральная музыкальная школа, и в частности наша, от детских музыкальных школ? Там занятия проходят 2 раза в неделю. Ну, через 3 дня, через 4. Ученик, особенно маленького возраста, он успевает все забыть, что ему педагог говорит. Это надо очень большое желание родителей ходить, ну, как в Японии, элементарный пример. Они могут заниматься раз в неделю, но они приходят с родителями или с бабушками, и они все снимают урок. И дома могут прокручивать сколько угодно раз с замечаниями педагога. Понимаете? У нас такой практики нет. Это наша школа, условия, которые созданы для нас, коттеджная система, мы имеем возможность заниматься с детьми каждый день, контролировать. Может быть, не заниматься, может быть, контролировать. Потому что по расписанию нет времени заниматься каждый день по целому уроку. Можно полурока, можно по-разному, но, во всяком случае, они все время ответственны. Если что-то забыли, они спросят. Если что-то они забыли, мы напомним. Ну и коттеджная система, в том числе, они вот в этой атмосфере постоянно находятся. Да, это очень много. Если было в городе, ничего подобного не было, потому что здесь много отвлекающих факторов. Дискотеки, кино и все такое. А там они погружены в музыку. Это самое главное погружение вот в этом процессе. И поэтому развитие происходит намного быстрее, и сортировка уже детей, как говорится, грубо говоря, он дальше идет или не идет. Бывают способные дети, принимаем очень способных детей, но у него в генах не лежит трудолюбие. Или такая разгильдяйство, разболтанность. Ну, или, наоборот, просто желание банально же. Да, это желание, и на первом этапе я могу сказать, что это желание даже не столько ребенка, сколько родителей. Родители должны воспитывать с маленьких лет. Поэтому вот, в той же Японии школа Сузуки легендарная, известна, там с 2 лет обучают на скрипке. Понимаете, с 2 лет. Не обязательно сразу на скрипке, музыкальный, там что-то вот такое. Но обучение само Да, начинается. образование. То есть, как физиология подсказывает, если ребенок закладывается полностью в мировоззрение, все, характер до 5 лет. А потом уже надо переделывать. А вот когда до 5 лет это закладывается, поэтому я за то, чтобы были у нас подготовительные классы. Подготовительные классы, куда можно детей принимать независимо от данных природных. Если родители хотят, да, это немножко платить надо, и развивают ребенка. Потому что занятия классической музыки, ну, это все знают, и в частности, особенно на скрипке, как никакое другое занятие развивает интеллект ребенка. Ну, и как минимум в подготовительных можно проверить, вот есть ли желание у самого ребенка. Да. Вот, кстати, по поводу воспитания, тут уже немного про саму музыку поговорим. То есть слушают ли сегодня, ну, мы не говорим уже вот про музыкантов, которые занимаются в высшей школе музыки, просто суммарно. Слушает ли сегодня молодежь, подрастающее поколение классическую музыку, и как вообще вот можно музыкальный вкус хороший прививать? Вы знаете, чтобы полюбить классическую музыку, может быть, даже не полюбить, а чтобы понимать
осознавать, что это не просто музыка, это связь с космосом. Это ведь что такое? Вот у нас был концерт в Павлодаре, в Казахстане, терапевты со смычками. Это они назвали так статью. Да? Потому что наша музыка лечит. Не буду приводить много примеров, когда наши зрители после концерта падали на колени и все такое. Просто был случай в Санкт-Петербурге, когда после концерта пришел мужчина и сказал: моя женщина прикована к коляске, после вашего концерта она встала и пошла. Я вообще говорю, что классическая музыка – это воспитывает все качества положительные, понимаете? Потому что частота космическая совпадает с частотой жизни всех наших органов. Ага. Вот. И поэтому мы заинтересованы, чтобы… А где вот современная молодежь может послушать классическую музыку? Понимаете? Что она слушает, мы знаем прекрасно, что она слушает. Но чтобы послушала классическую музыку, надо же и чтобы она могла послушать. Поэтому мы доступны, абсолютно доступны, хоть у нас учебный процесс совпадает с работой, мы доступны и всегда можем поехать в любое место, чтобы у нас был пример такой, нам привезли детей из детской колонии в окружении охранников, послушали наш концерт, это было надо на них видеть, уже сами воспитатели говорили, что вы с нашими детьми сделали. Они были действительно в таком состоянии, экзальтированном, таком. Оказывается, то, что они в жизни никогда не слушали, они столкнулись с этим. Ну, кстати говоря, про лечебные свойства классической музыки, вот не буду врать, но где-то в мире, возможно, даже в Японии, существует даже специальная чуть ли не опера, где люди приходят, спят специально под живую классическую музыку. Но вот, кстати говоря, про ваших воспитанников, вы сказали, да, что многие двигаются дальше. Это естественно, жизнь я вам движения. Хочу добавить, наш первый ректор Василий Афанасьевич Бойсиков, царство ему небесное, ездил в Китай лечиться, да, он брал наши диски. У нас уже 7 дисков, брал наши диски, там, давайте эти диски, и делали терапию, лечили детей под нашу музыку. Музыкальная терапия. Так вот, говоря про воспитанников ваших, которые двигаются, ищут какие-то новые интересы, находят, уезжают куда-то, часто ли это происходит, и удается ли восполнять вот эту потерю кадров? Это уже наш крест, как говорится. У нас есть подрастающее поколение. У нас есть, в этом году у нас была презентация в Русском театре ансамбля будущего. Это коллектив молодой, с 10 до 13 лет. И мы планируем позже гастроли его и участие в фестивалях. И вот они подрастают, и мы уже выбираем уже туда. Они просто не то, что выбираем, они обязаны все пройти школу ансамбля «Виртуозы Якутии». Потому что… То есть фактически какая-то даже часть обучения. Да. И вот у нас совсем мало времени остается. Хотелось бы спросить, год юбилейный, какие-то мероприятия определенно запланированы, как минимум ближайшее, где вот якутяне, например, послушать могут? Во-первых, в честь этого мы проводим цикл абонементных концертов. 25 лет служения Ее Величеству скрипки. 20 февраля приглашаю всех якутян, гостей столицы в Русский театр. Будет первый концерт абонемента, юбилейный. Вначале была музыка. И в течение года будет 6 абонементных концертов. Можно приобрести абонементы на все 6 концертов сразу. Я помню, предыдущий раз, это было, правда, уже в 2012 году, у нас уже больше 200 абонементов было раскуплено. Вот. Потом у нас гастроли, значит, мы 10 марта вылетаем в Мексику. Там у нас концерт в Леоне, миллионный город в Мексике, где нас заодно и попросили провести мастер-классы с их ними. Приятное с полезным. Да. Потом у нас, я говорил, уже вот Америка, и целый месяц мы гастролируем вот по этим точкам. Потом летом у нас Южная Корея, конкурсы. В общем, очень насыщенно, и жизнью мы живем. Да. Есть возможность у якутян не только на территории Якутии, но и за пределами послушать. Да. Станислав Максимович, к сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Здесь очень интересно. Я вас поздравляю с юбилеем. Я желаю успехов творческих в дальнейшем. И, естественно, к ансамблю самому, в том числе его участникам. И нашим зрителям напоминаю, что 20 февраля можно в Русском театре в Якутске послушать первый концерт абонементного сезона. Ну и напоминаю, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.